Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего уже не остановить? Что спешит и врывается в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Чего не остановить, что спешит и врывается в вашу жизнь? Ну вот поцелуй у вас идет. Поцелуй. С кем-то вы скоро будете целоваться. Причем поцелуи могут быть как и любовного характера, да, с любимым человеком будете целоваться. И также поцелуи дружеского характера. Встреча с хорошими, добрыми знакомыми, родственниками, с теми, с кем вы целуетесь. От поцелуев будут гореть губы. То есть это очень страстные и жаркие поцелуи, либо поцелуи с самыми близкими, родными, дорогими людьми. Прям поцелуй вас ждет, врывается. И еще мужчина при какой-то должности с какими-то полномочиями. Над мужчиной добрый знак. Либо этот мужчина добрый вестник. Очень похоже на какого-то руководителя, чиновника, служащего высокого ранга. У этого мужчины для вас хорошие новости. И этого мужчину вы будете воспринимать как такого доброго вестника. То есть у мужчины по поводу вас уже есть какое-то решение, либо какой-то положительный ответ для вас есть. И вот он просто ворвется в вашу жизнь с этим добрым знаком, да, с добрыми вестями. Мужчину этого вы не ждете и даже не надеетесь, а у кого-то отыграется, что вы уже там прям все вычеркнули, у вас уже все перегорело, выгорело, и вы думаете, ждать мне уже хорошего не стоит, да, про меня забыли, мне 100% откажут, никто про меня не вспомнит. Нет, девчонки, вы ошибаетесь. Прям ворвется в корне рисунка. Совсем скоро это произойдет. Ну, буквально вот со дня на день это случится. Дальше, мои хорошие, чего не остановить? Дорога. Тут не остановить, скорее не отменить. Какое-то приглашение, куда-то вам предстоит идти. И не сильно хочется, либо даже как-то боязно. Но вы не бойтесь, вы обязательно идите. Это предложение очень хорошее. И это предложение в корне может поменять всю обстановочку и ситуацию в вашей жизни. Вот пойдете, все узнаете. Здесь, скорее всего, предложение будет по телефону, да? Звонок, и вам говорят, приходите, мы вас ждем по такому-то адресу, в такое-то время. И вы такая, ага, конечно, пойду. Ни в коем случае не отказывайтесь. И обязательно туда идите, куда бы вас ни позвали. Там хорошее, неплохое. И то, что может в корне все поменять. Поменять, опять же, к лучшему. Это для вас ситуация делается с правой стороны. Пустая лодка. Да еще и в каком-то странном положении. Но вот явно на ней плавать сложно. Либо эта лодка уже свое отплавала. Прошлое, которое как никогда станет актуальным. Кто-то из прошлого, возможно, спешит к вам с каким-то, знаете, не то чтобы предложением, а с попыткой, да, попробовать свое счастье. А давай-ка попробуем, а давай-ка еще раз, а дай мне шанс, а давай все переиграем. Но эта лодка, она пустая, она никуда не поплывет. Предложение, конечно, заманчивое для кого-то из вас будет, да, может быть, вы до сих пор этого человека не забыли, либо до сих пор чувства в сердце сохранили. Но лодка ни о чем, она не плавает, она не годится для того, чтобы на ней плавать. Пообщайтесь. Будет приятно. Будет приятно, что человек не забыл, что человек предлагает, да, такой инициативный. Но тем не менее, лодка это не поплывет. Не поплывет. И это будет понятно и для него, и для вас. Так, рога, большие рога. Оленьи рога, скорее всего.
ну либо лося, может быть, очень большие рога с левой стороны. Жесткое отношение, либо жесткие мысли по поводу вас. Человек очень жестит против вас. И у человека может быть даже какое-то намерение, да, вот вам там сделать неприятно, либо больно, либо, знаете, как оторваться на вас. К моменту встречи у человека все перегорит. Вас могут предупреждать, что то-то, то-то на тебя очень зол, либо не попадайся на глаза тому-то, той-то. Да, человек там обиделся, у человека там негатив против тебя. Но к моменту встречи страсти поутихнут, и человек будет, может быть, сдержан, но не жесток. То есть плохого точно не будет. Здесь, кстати, к моменту встречи какая-то птица мира на рога приземлится. Да, может быть, человек по поводу вас заблуждался, либо там неправильную информацию человеку подали, либо неправильно понял. Но вижу, что рога вам не грозят. Да, сдержан будет, может быть, да, непривычно сдержан, суховат, может быть, будет человек, но не зол и не агрессивен по отношению к вам. Встреча, кстати, достаточно спокойно пройдет. Так, здесь у нас колибри в полете. Кто-то яркий, кто-то пестрый, кто-то, кто привлекает внимание. Здесь вам какой-то человек понравится. Понравится внешне, понравится по характеру, понравится ход мысли этого человека, образ жизни этого человека. Прям будет очень интересно понаблюдать, поизучать. Очень хорошее впечатление, такое яркое произведет на вас этот человек. Это может быть и женщина, и мужчина. И вижу, что вы прям чем-то заинтересуетесь, что этот человек делает, либо пропагандирует, либо, опять же, внешность, да, там стиль, например, этого человека. Прям такое яркое впечатление идет. Да. Дальше, мои милые. Так, здесь у нас большой знак защиты. И люди под этот знак идут. Идете вы, и еще кто-то идет. Может быть, кто-то из ваших близких, родных людей. Либо кто-то вам защиту пообещает и обеспечит, либо это какой-то способ защитить себя. Может быть, даже ритуальный. Вы под надежной защитой, вы почувствуете себя максимально комфортно и легко. Прям уверенность появится в завтрашнем дне. Смотрите, вы все разные. У одних отыграется, что вам кто-то эту защиту предлагает, обеспечивает, и вы такая: о, классно, здорово. Либо это какой-то ритуал, какой-то обряд, который действительно работает, да, защищает, помогает. И вы прям это ощущаете. Дальше. Странная собака какой-то экзотической внешности. Может быть, человек другой расы, другой национальности. Вижу, что с этим человеком вы крепко подружитесь. Прям будет и интересно, и приятно, и увлекательно. Хороший друг, интересный друг. Друг, с которым никогда не скучно, либо подруга, с которой никогда не скучно. Да, смотрите. Собака-то большая, но очень экзотичная. Может быть, другой цвет кожи. Но, опять же, другая раса мне почему-то идет. Может быть, у вас никогда и не было людей, друзей другой там, национальности, другой расы. И это будет впервые. Это будет очень интересно, очень увлекательно, и вам понравится. Вам действительно понравится. Много говорить будете с этим человеком, как обмениваться информацией. А здесь вас кто-то хочет уговорить, на что-то уговорить. Это может быть и деловое предложение, это может быть и какое-то личное предложение. Вы столкнетесь с тем, что человек вас, в прямом смысле слова, будет уговаривать, будет за вами ходить по пятам и не отстанет от вас, пока вы не дадите свое согласие. Возможно, вы в жизни многое видали, многое встречали, но чтобы прям так вцепиться в вас, да, и не отпускать, скорее всего, впервые будет. Вас удивит, насколько этот человек, не знаю, непробиваемый, что ли, да, невменяемый. Вроде как говоришь «нет», не понимает. Да, понимает только одно слово «да», ваше согласие. Но вижу, что ситуация с правой стороны, в принципе, она для вас достаточно благополучная, плохого тут точно не будет. И ваше согласие, оно для вас все-таки чем-то хорошим обернется. Здесь сильная тройка, здесь еще один человек, с кем вам лишь только предстоит познакомиться. Плохого точно не будет, даже какой-то полезный опыт обретете.
Даже довольны будете тем, что вы согласились, и благодарны этому навязчивому человеку, что он вас уговорил. Да? И еще какое-то неудобное положение, в которое вас поставит судьба. Здесь такое впечатление, что судьба пытается раскрыть ваши сильные характеристики, ваши сильные качества. И вас поставят в очень неудобное положение, из которого вам придется выбираться. Вы, конечно, будете переживать, расстроены будете, но выход вы найдете. Так, с левой стороны, смотрите, какой красавчик на большой рыбе. Ну, хотите верьте, хотите нет, но здесь какой-то мужчина без памяти в вас влюбится. Влюбится и будет прилагать какие-то невероятные усилия для того, чтобы с вами познакомиться. Это первое. Потом, чтобы вы на него обратили внимание. Третье, чтобы вы согласились с ним сходить на свидание. Четвертое, чтобы вы дали ему разрешение за вами ухаживать. Да, и так дальше по списку. Мужчина, да. Здесь похоже на любовь с первого взгляда. Вот он вас увидит, обалдеет, и все, он ваш. На большой рыбе, на гигантской рыбе. Но это романтика, это любовь, это влюбленность, это невероятно сильные чувства, причем с первого взгляда. Так, девушки, приготовиться. Женщины мои хорошие. Прям, да, добиваться вас будет. Мужчина симпатичный, неплохой. Мужчине есть что предложить. Да. Для вас это, конечно, будет большой неожиданностью. Особенно если вы, например, в паре, в браке. Представляете, какой конфуз может произойти. Дальше. Так, а здесь черепаха на очень длинных ногах, на очень длинных лапах. Что-то случится невероятно быстро. Вот просто, знаете, одним мгновением что-то произойдет. Хотя вам либо говорят, либо вы уверены, что нужно ждать. Что-то очень быстро. Быстро-быстро. Быстрее не придумаешь. Скорость решения, скорость действия, скорость происходящего. Здесь вы опомниться не успеете, как какое-то дело будет сделано, либо какая-то ситуация разрешится. Вы даже немножко растеряетесь от такой скорости. Дальше вижу, что вам предстоит управлять каким-то процессом очень важным. Большую ответственность вам придется брать на себя. Немножко нервное занятие, но тем не менее вы справитесь просто на ура. Вам будут аплодировать стоя, вас будут хвалить, вас будут благодарить. Может быть, на работе вам придется за что-то такое серьезное взяться, либо чем-то управлять. Может быть, вы каким-то транспортом будете управлять. Может быть, придется управлять процессами в семье, допустим, да, задачи раздавать. У вас очень классно получится. Вы как будто бы для этого созданы. Вы очень хороший администратор, управленец, да, у вас к этому талант однозначно. Еще вам не остановить падение какого-то человека, кстати, не одного. Здесь как один падает, за собой целую группу тащит. Люди падают, лишаются своих возможностей, лишаются своих сил, лишаются своих должностей, лишаются, возможно, даже каких-то преференций. Падать эти люди будут, потому что время пришло им падать. И еще эти люди, они какие-то нечистые, нечестные, как крыльца в пушку. Для вас это добрый знак на самом деле. Для вас этот знак как знак очищения. Вот очиститься от грязи, да, избавиться от грязи вокруг себя. От грязных таких подлых людей избавиться. Смотрите, эти люди падают, сначала один, потом за ним еще. А вы, наоборот, как будто бы растете, либо усиливаете, укрепляете свои позиции. Если вы занимаетесь бизнесом, то, скорее всего, что-то с вашими конкурентами случится. Они упадут, а вы мало того, что останетесь, так вы еще и возвыситесь. Хороший знак. И еще, если вы столкнулись с какой-то большой несправедливостью, несправедливым отношением со стороны каких-то людей, то вижу, что ваши права будут восстановлены. Эти люди упадут, понесут свою ответственность, может, головы полетят, да, должностей лишатся, а вы, наоборот, свое вернете, еще и как в правах своих восстановитесь. Так, еще какой-то теплый ветер подует.
теплый ветер перемен, теплый ветер хорошего настроения. Что-то приятное произойдет, очень приятное. Возможно, сейчас вы в не лучшей форме, либо плохо себя чувствуете. Может, нет у вас сил, нет энергии, что-то не получается. А вот этот теплый ветер, он и силы несет, и позитивчик, и прекрасное настроение, и, опять же, силы вам придает. Но это как сменка картинки, да, выйти из черной полосы в белую полосу. Да, смена. Теплый ветер подует. Возможно, вы это даже ощутите, да, какое-то дуновение теплого ветерка в вашу сторону. Такой сигнальчик вам идет. Так, я еще вижу, что какой-то человек у ваших ног о чем-то вас слезно просит. Просит о прощении, либо просит что-то лично ваше. Ну вот, как помоги, дай мне что-то. Самая неожиданная персона — это человек. Вы могли ждать от кого угодно, но только не от этого человека. А человек приползет, прям на коленях приползет и будет просить прощения, либо чтобы вы с чем-то, в чем-то помогли. Такой момент очень эпичный идет. Вам сложно будет в это поверить, да, что это происходит. Вот. Еще очень прям ощутите свою значимость и важность. Вот. Неожиданный персонаж. Так, вижу, что вы от себя кого-то отрываете. Кого-то, кто, ну, допустим, мешал. Того, кто вредил. Того, кто на вашей шее, например, катался. И вы прям этого человека от себя отрываете. Отрываете. Человек переборщит со своими требованиями, либо как-то себя поведет прям совсем неприлично, и вы терпеть не станете. И вы этого человека просто возьмете и оторвете от себя. Как-то резко в один момент. Этот человек очень испугается, а вы прям облегчение почувствуете. Ну, это какой-то паразит, либо человек, который вас, например, угнетал, постоянно что-то от вас требовал, хотел, ну, на вашей спине катался, да, на вашей шее катался. Оторвете, в один момент оторвете, резко, вот одним движением, так раз и оторвали. И еще здесь какие-то деньги. Деньги справа, деньги слева. Получение денег вам не остановить. И уже это идет и врывается в вашу жизнь. Деньги в венце и справа, и слева. Справа больше, слева чуть поменьше. Но это какие-то денежные поступления, денежные суммы. Да, если вы даже не ждете, то деньги придут и справа, и слева. Но справа, скорее всего, вы знаете, откуда могут прийти деньги, а слева какой-то неожиданный, но приятный источник. Деньги, ждите денег. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.